Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня 11 урок. Тема сегодняшнего урока — хуруфуль исти'ля, твердые буквы, или же полнозвучные буквы. Твердых букв алфавита 7. Это буква ха, сад, дад, та, за, гайн, каф. Все эти буквы, когда огласованы фатхой, произносятся через звук О. То есть, например, возьмем букву Х. Когда мы ставим огласовку фатха, то есть звук А, мы произносим Хо, то есть через О. Или же буква Сад через звук О, Со. То есть, когда мы ставим огласовку, мы не произносим Са, как, например, в букве Син, а именно твердо, полнозвучно. Со. И также До, По, Зо, Го, Ко. Как, например, в примере Гайн в суре Фатиха. Гайрил магдуби. Не гайрил, а именно гайрил. Из них 4 буквы сад, дат, та, за. Вместо и произносим и. Например, в букве сад сы. Не просто си, а именно сы. Как, например, в суре Фатиха. Ихдина ссираталь мустаким. Или же сираталь лазина. И также буква дад, звук ды, радия, или же радия Аллаху анху, например, ды, или же ты и зы. И все остальные буквы, как, например, буква ба, джим, та, это мягкие буквы, кроме лям и ра, кроме лям и ра. То есть лям бывает и твердой, и мягкой, и также ра бывает твердой и мягкой. Буква лям бывает твердая, единственное в слове Аллах. То есть мы произносим ее через О, Ла, Аллах. Когда перед словом Аллах стоит домма или же фатха, например, в слове Насруллах, мы произносим именно твердо О, Насруллах, или же Субханаллах, или Ша Аллах, или Хуаллах. То есть, когда перед лямом, то есть перед лямом в слове Аллах стоит домма или фатха, мы произносим твердо. А когда перед ним стоит касра, то есть звук и, тогда мягко. Бисмиллах, диниллах, альхамдулиллах, биизниллах. Это что касается буквы лям. И также буква ра. Когда ра огласована фатхой или доммой, то ра будет твердый. Например, родия, то есть через звук О, родия. Или же хайру, рузиqa, гафара, нашрах, садрак. А если ра огласована касрой, то будет мягкой. Например, рихун, фариха, дуриба, риджалян, ризкан, тарику. Но ра также есть и другие правила, где бывает ра мягкой, твердой. Их мы пройдем на следующем уроке. И сейчас мы прочитаем суру из Корана. Суратун Наср. Бисмиллахир рахманир рахим. Первый аят. Иза джаа насруллахи валь фатх. Иза джаа. Мы это правило пока не прошли. В дальнейшем пройдем сначала. Насруллахи. Здесь мы читаем твердо. Насруллахи. Потому что перед ним, перед словом Аллах, стоит домма. Мы сказали, если перед словом Аллах стоит домма или фатха, то читаем лям твердо. Насруллахи. А если касра, то читаем мягко. Насруллахи валь фат. Вот здесь в середине хамзатуль васля не читается. И переходим на лям. Валь фатх. Валь фатху, но при остановке читаем как на сукуне. Валь фатх. Потом второй аят.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس, сразу же ста переходит на нун, потому что в середине васля не читается, и также лям пустой, лям тоже не читается. И мы сказали, если лям не читается, то следующая буква будет удвоена обязательно. Поэтому вараайта наса ядхулуна. Буква даль исправил калкала. Читаем с сотрясением. Ядхулуна. Фи удлинение. Фи дини также удлинение. Фи динилляхи соединяем. И здесь уже лям читаем мягко, потому что перед лям слова Аллах стоит касра. Динилляхи. Афваджа. Вот здесь афваджан. Мы дальше пойдем это правило. Когда ан остановка, читаем как а с удлинением. Афваджа. И третий аят. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Здесь фасаббих бихамди. Это две буквы. Сверху это ба, снизу это ха. Бихамди. Роббика. Вастагфирху. Здесь сразу же переходим на син. Васля не читается. Здесь можно остановиться. Вастагфир. Это правило также пойдем в дальнейшем. Можно остановиться и можно продолжить. Вастагфир или же вастагфирху. Потом иннаху, маленький вау, кана توابا. изначально. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. И здесь завершаем 11 урок. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.